Здравствуйте, любители всего интересного и необыкновенного. Меня зовут Филиппова Александра, я ученица 6 класса, школа номер 14 из города Ангарска. Я очень люблю путешествовать и открывать для себя все новые места. Для этого не нужна машина, самолет или поезд, для этого есть книги. О такой книге я вам сегодня хочу рассказать. «Удивительные путешествия сибирячка по Байкалу». Ее составляли Сергей Асламов и Сергей Сергеенко. Она выпущена в 2002 году под редакцией журнала «Сибирячок» в городе Иркутске. Главный герой Сибирячок вместе со своими друзьями помогает читателю узнавать о Байкале, о его тайнах. Первое, с чем знакомит Сибирячок, это география озера. Он рассказывает о местах, скалистых берегах, бухтах и, конечно же, о горах. Самый знаменитый – это горный кряж Хамар-Дабан, расположенный вдоль восточного берега. Сибирячок рассказывает о глубинах и широтах озера, ведет спор, Байкал это море или озеро, и вместе с боцманом Федором находит ответ. После того, как он измерил озеро, Сибирячок начинает искать его корни. У разных народов Байкал называют по-разному, но русские зовут так. В переводе означает «богатое озеро» и является фабрикой кристально чистой воды. Озеро занимает второе место по прозрачности. Вода не богата солями, но зато наполнена минералами. На это бесспорно влияет климат, холодные зимы, жаркое лето. Также помогают ветра. Они зависят от местности, на которой дуют, и имеют свои названия. Например, Култук, он берет свое начало в заливе Култук. Он несет жестокие штормы и дождливую погоду. Еще Сибирячок рассказывает о реках. Их впадает в Байкал 300, а выпадает всего одна. Дочь Байкала, Ангара. На дне озера он рассматривает экосистему, где на первом месте эндемики. Это виды организмов, которые встречаются только в одном месте. К ним относятся такие, как рыбка-голомянка, состоящая из 90% жира. Она прозрачна. Или млекопитающая нерпа, которая живет только в северной части озера. В общем, из общего числа обитателей озера 2/3 это эндемики. Богато озеро и заповедниками. Чистота воздуха, насыщенность лесами и лекарственными растениями. Все это богатство. А мы, люди, должны защищать и сохранять это наследие. Об этом Сибирячок тоже говорит в своем бортовом журнале. Вот какое незабываемое путешествие провели для меня Сибирячок и его друзья. А вы хотите узнать больше? Тогда бегите в свою библиотеку и прочтите книгу «Удивительные приключения Сибирячка по Байкалу».